Председательствующим суда является Баулиев Ибрагим. Судебное слушание в самом разгаре. Прокурор, адвокат, свидетели и, конечно же, подсудимый рассматривают дела о воровстве велосипеда несовершеннолетним мальчиком. Предупреждаются, что задача заведомо ложных показаний в соответствии со статьей 181 Уголовного кодекса Российской Федерации наказывается лишением свободы на срок до 1 года или исправительными работами на тот же срок. Сегодня в открытом судебном заседании рассматривается уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По легенде, подсудимый украл велосипед во время прогулки. Говорит, увидел, не удержался и решил прокататься. После хотел вернуть на место, но упав в яму, сломал его. Решил, что лучше скрыться с места преступления. Фарид Аушев, он же обвиняемый, вины свои не отрицает, да и поступок своего героя порицает. Я играл подсудимого. Как в сценке мне нравится, а вот как в реальной жизни нет. Потому что красть и что-то такое делать – это нехорошо. А смог бы ты оправдать своего персонажа? Думаю, нет, потому что я пытаюсь как меньше красть и почти никогда не краду ничего. Особенно такого, как велосипед. Именно от решения судьи зависит, какое наказание понесет обвиняемый. Как и в реальной жизни, судья опирается на Конституцию страны. Она справедлива на все 137 статей и расписана по всем нарушениям. И самое сложное в его работе – вынести справедливый вердикт. Суд постановил освободить несовершеннолетнего Фарида Аушева от уголовной ответственности и возместить материальный ущерб пострадавшему в размере стоимости нового велосипеда. Приговор может быть обжалован и протестован в вышестоящей инстанции в течение 10 дней. От того, насколько грамотно проведут работу адвокат и прокурор, зачастую зависит судьба человека – казнить или помиловать, а точнее оправдать или наказать. Две противоречивые стороны в зале суда сходятся в словесном поединке. Оценил игру актеров Ахмед Богатырев, помощник прокурора. На примере этой инсценировки он объясняет главную истину. Чтобы уметь обходить законы, их необходимо знать. Есть некоторые моменты, некоторые изъятия, которых нет в реальном процессе. Допустим, это 36-я, 38-я, предупреждается каждый свидетель индивидуально. То есть это не делается, что в общем там всех предупреждаем, участников. Свидетеля может не быть. Предупреждается он под роспись. Со своей ролью прекрасно справилась и Ирада Богатырева. Девочка сыграла прокурора и сделала это на высшем уровне. Время, улики, свидетели, все доказательства налицо. Именно они играют ключевую роль во всех судебных разбирательствах. Я решила принять участие в этой сценке, потому что, во-первых, это очень интересно, это развивает и это круто быть прокурором, тем более. Я давно интересовалась этими профессиями. И как ты думаешь, после сегодняшнего ты можешь сказать, что хочешь стать? Хочешь, я не могу сказать, что я хочу стать, потому что с детства я хочу стать врачом, но так это очень интересно. Именно для тех, кому это интересно и кто хочет связать свою жизнь с юриспруденцией, подготовили это мероприятие работники мемориального комплекса жертвам репрессий. Например, те, кто выступали в роли прокурора, в роли судьи и так далее, может, в дальнейшем, после этой игры они примут для себя к сведению то, что им это интересно. Может, они как-то начнут изучать больше историю, обществознание и так далее. Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры – это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека, защита законных интересов государства. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.